Память – это самое драгоценное достояние народа, преподая которому он будет черпать бесконечные силы для своего бессмертного духа, как Анти черпал их из Матери Земли – Пикуль. В 1989 году в старинном доме, где родился Арби Мамакаев и его предки, появился музей. Хранителем памяти о творческом и жизненном пути Арби Мамакаева стал его сын Эдуард Мамакаев. Вся эта стена посвящена панораме предков Арби Мамакаева, дед его, прадед, прапрадед и двоюродные братья. Они в какой-то степени известны в истории, то ли как участники царских времен в Отечественную Первую мировую войну, потом Отечественную войну, и вообще какие-то знаменитые абсолютно все. И все они вышли когда-то из этого дома. Мемориальный музей имени одного из основоположников войнахской литературы, поэта-классика Арби Мамакаева, основан в селе Натечном Чеченской Республики. Фонды музея составляют сегодня более 3000 единиц хранения. В 9 рабочих комнатах музея разместились экспонаты, рассказывающие не только о самом писателе и его литературном наследии, но и о быте, культуре, об историческом прошлом представителей войнахов, об участниках войн, начиная со времен Первой мировой войны. Эта комната посвящена экспозиции матери Арби Мамакаева. Каждая комната имеет отдельную свою тему. Я еще раз повторюсь, что все здесь оригинал. Когда-то Арби вырос вот из этой кроватки детской. Это кровать матери. У них основание на дидаком уровне. Когда ребенок засыпал, мать обычно скатывала ребенка в эту люльку. А когда ребенок начинал просыпаться, она откатывала его к себе. Это в то время было очень удобно. Это платок матери Арби, этот платок моей бабушки по матери. Эти женщины, вот эти трое, прожили по 106 лет. Вот интересная фотография. Здесь 5 матерей на одной фотографии. Вот это его, сейчас этот парень директор музея. Это его мать, а это ее мать, это ее мать и так далее. В общем, 5 поколений матерей. Это редкий случай. Притом фотографии я бы не поверил, если я не сам когда-то снимал. Жилые комнаты и рабочий кабинет Мамакаева восстановлены в том же виде, в котором они были при жизни поэта. Музей представляет собой комплекс из отреставрированного жилого дома конца XIX века, в котором вырос Мамакаев, хозяйственных построек и мемориального сада с растениями, посаженными известными в республике писателями, учеными, деятелями культуры. Среди них слева Ахмад Хаджи Кадырова. Бывает, люди приезжают работать над рукописями и так далее. Времени не хватает. Приехали, скажем, и Тумкали, Шатко, Ледино. Возвращаться времени нету. Так вот, чтобы они не трудились своими дорогами, в их распоряжениях комната гостиной. Здесь спальня, все условия, здесь ванна и так далее. Это специально сделано для гостей. Перед домом Арби Мамакаева установлен бюст писателя на мраморном постаменте на фоне стилизованной чеченской традиционной каменной башни. Мы совершенно уверены, что музей Мамакаева станет и будет на всем протяжении своего существования центром притяжения для молодежи, интеллигенции, людей творчества, всех, кто желал бы окунуться в атмосферу мужества, стойкости, борьбы, веры и надежды. Все, что написано об Ахмед Хаджи Кадырове и о Рамзане, абсолютно все имеется в этой комнате. Вот самое дорогое для нас печатная машинка, которым Ахмед Хаджи, будучи глава
нашей республики, административный глава, печатал вот свои первые указы и распоряжения. Это оригиналы. На ретро-сторике выставлен старый железный сейф, которым пользовался Арби. Здесь же на стене репродуктор 30-40-х годов прошлого столетия, и он, поверьте, работает. Недалеко от этих предметов заварочный чайник причудливой формы, из которого пил чай Арби. Кстати, вместе с Александром Солженицыным, автором бессмертного архипелага ГУЛАГ, с ним Арби Мамакаев отбывал несколько лет своего заточения на Магадане. И, кстати, в тюремных застенках Мамакаев ходил в настоящих хромовых офицерских сапогах. Эти сапоги сейчас выставлены в его музее. Здесь же чеченский дачик-пондор, балалайка, мандолина и другие струнные инструменты, которыми в совершенстве владел поэт. В другой комнате в отдельном блоке собрана история 225-го кавалерийского полка под командованием прославленного полководца, героя Советского Союза, кавалера американского ордена Легион чести Мавлида Висаитова. И едва ли не каждый шаг этого полка, по словам Эдуарда Мамакаева, изучен и изложен в собранной здесь биографии. Здесь же находятся совершенно полные сведения о 85 защитниках Брестской крепости, выходцах из Нательчного района, 75 из которых этнические чеченцы. Среди участников 13 двоюродных братьев Арби Мамакаев, участники Великой Отечественной войны. Из них 7 остались там на полях, вот другие вернулись. Среди них летчики, среди них командиры полка, среди них комиссар полка 255-го кавалерийского полка, ну и так далее. Знакомясь с экспонатами музея, невозможно остаться равнодушным от увиденного. Все воссоздано, восстановлено и продумано до мельчайших подробностей. И все это сделано одним человеком – Эдуардом Мамакаевым. Эта библиотека для посетителей, разумеется, рассчитана на широкого читателя, начиная от школьных программ, докончая для вузов студентов. Здесь могут желающие писать курсовые работы. Здесь редкие издания, вся чеченская литература по одному экземпляру находится. Есть вещи, которых в других библиотеках нет. Махмуд Эсамбаев, целый документальный. Ахмед Хаджи Кадыров, все, что написано от Ахмед Хаджи Кадырова и так далее. Увидев усталое лицо Мамакаева, можно понять, как ему было трудно создавать музей, сколько он вложил сил и энергии, а какие внес в создание музея свои личные материальные затраты. Но он справился. Справился, потому что он настоящий сын великого чеченского поэта Арби Мамакаева. Низкий наш поклон ему за это.